Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, о ходе визита и о тех переговорах и встречах, которые проходили. Во-первых, хочу сказать, что очень рад быть в гостеприимной солнечной Абхазии. Традиционно у нас уже летом такое бывает, да, встреча плотная. Первая цель — это, конечно, объезд наших основных строек, которые республика реализует при поддержке федерального бюджета и которые, как правило, одновременно преследуют две задачи. Это улучшение улучшение условий жителей Абхазии, как правило, это объекты энергетической инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, и одновременно это те объекты, которые важны для туристов, для россиян, которые сюда приезжают. Напомню, что по прошлому году более 1 миллиона россиян здесь отдохнуло, и я думаю, что цифры этого года, несмотря на то, что с погодой, говорит, не очень повезло, но в целом на эти же параметры выйдет. Поэтому крайне важно, чтобы здесь было стабильное энергоснабжение, а мы знаем, что здесь проблемы есть. Очень важно, чтобы были нормальные очистные сооружения, это состояние моря в первую очередь. Очень важно, чтобы мы сегодня посмотрели уже объекты, связанные с ТБО, нормально работали, с коммунальными отходами, потому что это так или иначе все равно тоже попадает и в море, и экологию, и так далее. Поэтому вот этот комплекс мероприятий, которые, еще раз подчеркну, реализует и строит республика при поддержке федерального бюджета, но здесь очень важно, чтобы процессы организованы должным образом, достаточно экономные решения коллеги выбирают, экономные, но при этом эффективные. Поэтому мы сегодня это все посмотрели, поэтому это вот такой один большой блок вопросов. Другой большой блок вопросов, мы, конечно, обсуждали реализацию тех изменений, которые в том числе идут в республике. И здесь первое, что нужно отметить, конечно, это действительно растет экономика. Это видно и по статистическим показателям, по росту валового внутреннего продукта, но еще более наглядно это видно по росту собственных доходов бюджета. Республика наращивает, и на сегодняшний момент 58%, скажем так, доходов обеспечиваются уже республикой, и только 42% это субсидии из перечислений из федерального бюджета, из бюджета Российской Федерации. Это очень важно, что пропорция кардинальным образом изменилась за последние годы, и действительно республика вот так наращивает финансирование. С одной стороны, и повышает свою экономическую самостоятельность, а с другой стороны, что здесь действительно идут зачастую такие непростые реформы. Мы затронули электроэнергетику, сегодня много обсуждали. Действительно, республика выполняет те обязательства, которые на себя взяты. Идет постепенное выравнивание тарифа, соответственно, не только из федерального бюджета выделяются деньги, да, на поддержание, так сказать, в нужном состоянии крупнейших объектов, но очень важно, что республика сама формирует этот нормальный финансовый поток, чтобы были местные кадры, чтобы нормально обслуживалось оборудование, потому что мы видим, что за счет федерального бюджета при поддержке 5-6 подстанций сделать можно, а всего их 5 десятков. Да, и поэтому нужно, чтобы механизм работал самостоятельно, эффективно, при этом это делается все поэтапно, с необходимой социальной защитой, поддержкой населения и так далее. Мы обсуждали. Дальше есть крупные объекты электроэнергетики, которые нужны для того же аэропорта, например, которые потребуют дополнительных инвестиций. Тоже обсуждали, на каких условиях, как и насколько это приемлемо для республики, чтобы туда зашли инвесторы и это сделать, потому что все эти вопросы, они такие в комплексе, они очень важны. Они вызывают большую внутреннюю дискуссию, но важно все-таки, что все это работает и в первую очередь на развитие республики, на новые рабочие места, на заработные платы. И без этого тот темп роста заработной платы и социальных обязательств, которые республика взяла, обеспечить будет непросто, а сейчас существует такое большое окно возможностей, потому что российский турист, российская экономика переориентируется, и Абхазия может воспользоваться этими возможностями действительно для того, чтобы совершить такой экономический прорыв. И надо сказать, что последние годы, в общем-то, и происходит. Поэтому вот эти вопросы обсуждали опять, я уже сказал, крупные инвестиционные проекты, это и крупные гостиницы, которые здесь строятся, и как раз аэропорт, наша супер задача, которую Аслан Георгиевич с российским руководством перед нами поставили, чтобы в ближайшее время провести открытый прозрачный конкурс на привлечение инвесторов. Мы сегодня обсуждали, что важно, чтобы сразу был четкий, понятный, открытый проект соглашения с обязательствами, которые инвестор на себя берет, чтобы это было не просто обещание построить, чтобы были конкретные финансовые санкции, если вовремя не будет построено. Мы сейчас ведем эту работу над таким детальным текстом соглашения вместе с Минэкономразвития Абхазии, с
с руководством Абхазии. То есть все эти моменты будем в ближайшие недели прописывать, и потом межправкомиссия как бы посмотрит, коллеги очень детально проведут обсуждение себя, чтобы это тоже было все так понятно. Поэтому направлений очень много. Отдельно мы обсуждали тему поддержки местных производителей, что нужно запустить как можно быстрее эту программу. Мы договорились, так сказать, ряд дополнительных решений принять и некоторые условия смягчить, потому что они слишком жесткие. Вот, потому что местная экономика развивалась, здесь большие возможности и для производства строительных материалов, то, что экономике республики понадобится, потому что крупные проекты будут реализовываться, инвестиции будут идти, и очень важно, чтобы не издалека завозились, да, все эти стройматериалы, а максимально все здесь, это тоже возможность создать новое производство. Пищевая промышленность, да, здесь прекрасное производство напитков, и безалкогольных тоже, вот, значит, все это, в общем, все это так, действительно большие возможности. Важно помочь местным предпринимателям, потому что местный бизнес, в первую очередь, надо поддерживать местный бизнес, мы тоже понимаем. Важно, конечно, когда приходят крупные российские инвесторы, сети и так далее, но экономика не может никогда развиваться только ориентируясь на пришлых инвесторов. Всегда в основе должен лежать местный бизнес, местные бизнесмены, которые, может быть, где-то заработали деньги, но потом возвращают их на родину, вкладывают, развивают и так далее. Поэтому вот эти все вопросы мы плотно очень обсуждали. Первое, что хочу сказать, что Минэкономразвития России является уполномоченным органом по реализации тех программ, которые реализуются в Абхазии благодаря поддержке Российской Федерации. И лично хочу поблагодарить вас, Максим Геннадьевич, вы федеральный министр, который второй раз посещает Республику Абхазию. Мы не одно соглашение с вами подписали, и это говорит о том, сколько внимания и труда вкладывается в развитие наших отношений. Коротко хочу делается сказать... по поручению президентов наших стран, потому что действительно и для Владимира Владимировича, и для правительства Российской Федерации вопросы развития Абхазии – это вопросы, которые постоянно находятся и в повестке, и контроль, в общем. Поэтому внимание тоже не просто так, чтобы не возникало ощущения, что нет, это целенаправленная политика, которая в последние годы проводится. Самое главное, что хочу сказать, да, то, что у нас выстраивается системный подход к решению тех задач, которые перед нами стоят. Мы недавно утвердили программу социально-экономического развития. В рамках нее подписали межправительственное соглашение, которое определяет обязательства и ответственность сторон при реализации этих мероприятий. У нас разбита программа на два направления. Это социальная составляющая и инвестиционная составляющая. И мы планомерно идем, реализуя эти мероприятия, как раз то, что сейчас озвучивал Максим Геннадьевич. Это вопросы энергетики, вопросы водоснабжения, водоотведения, это вопросы развития крупных инвестиционных проектов, развития отдельных отраслей экономики и связанные с этим меры господдержки. Они выражаются в разной форме, в форме субсидий, в форме оказания законодательного сопровождения, особого инвестиционного режима и ряда других направлений, которые должны способствовать тому, чтобы экономика Абхазии вышла на другой уровень развития, а мы можем быть самодостаточными и можем успешно развиваться в ближайшей перспективе. Поэтому я думаю, у нас все получится.